Все города мира похожи на людей, которые их возводят. Мы, современные жители, пытаемся понять их тайны, сохранить их образ в фотографиях, живописи, на видеокадрах. Это очень важно для нас и для тех, кто придет нам на смену. Мы живем в декорациях давнего спектакля, и это совершенно не мешает нашей современной реальности, а наоборот, помогает осознать связь поколений. Пройдите не спеша по улице, и вы откроете целые пласты времени, пласты нашей истории. Они вобрали в себя жизнь многих поколений, тех, которые строили наш город, искали в нем свое счастье. Телевизионную передачу «Архитектурные тайны Сухума» мы решили начать с истории Дома правительства, расположенного по улице Гулия под номером 34. Это место знаковое для сухумчан. Здесь собирались сходы, назначались встречи и проводились парады. Архитектура – древнее искусство проектирования и строительства разнообразных зданий и сооружений. В зависимости от объекта деятельности различают следующие области архитектуры: объемное проектирование, градостроительство, ландшафтная архитектура, интерьерная архитектура. История этого места началась с предания, что когда-то на площади Свободы находилось болото в окружении деревьев. Сюда в сезон прилетали утки, которых стрелял абхазский князь Джото Чачба. Эширский князь купил роскошный дом у греческого магната Самуриди, ныне это здание Беги. Сидя на балконе второго этажа своего дома, он охотился на уток близлежащего болота. Местные жители здесь охотились на перепелок. Площадь, известная в истории Сухума как Поляна Баало, в конце XIX века стала называться Зеленая площадь. Здесь проводились парады войск, скачки и другие массовые мероприятия и зрелища, как, например, полеты на аэропланах. В начале же XIX века на обширной поляне разбили площадь Свободы. В 20-е годы эта территория была благоустроена и названа площадью Ленина. В центре площади на постаменте поставили памятник Владимиру Ильичу Ленину, работы скульптора Фрейдмана. В августе 1992 года памятник расстреляли из автоматов и пулеметов, вошедшие в город войска Госсовета Грузии. Сейчас памятник пустует. В 1934 году по инициативе председателя ЦИК Абхазии Нестора Лакуба было начато строительство комплекса Дома правительства. Для этой цели было создано управление по постройке Дома правительства при ЦИКе АССР. В 1935-1936 годах построены были 2 боковых корпуса Дома правительства. Архитекторами являются академик Щуко и профессор Гельфрейх. Это невысокие трехэтажные корпусы Совмина, которые сейчас расположены слева и справа основного 12-этажного здания. На фотографии проекта Дома правительства мы видим всю задумку в целом, единую архитектурную композицию. Дело в том, что советский архитектор Щуко был один из создателей сталинской архитектуры. Он много путешествовал по Италии, и это отразилось на его проектах. В частности, эту композицию Дома правительства он запроектировал в архитектурном стиле неоренессанс. Центральный 5-этажный корпус с боковыми 3-этажными флигелями прекрасно вписывался в окружающий ландшафт. За спиной комплекса горы, трапеция батарейная, впереди открытое пространство, Зеленая площадь. Сами 3 здания
монументальны, гармонически сочетаются друг с другом. Центральный корпус на уровне второго этажа был опоясан террасами с балюстрадой, увенчанной каменными шарами. Сейчас эти шары находятся на крыше двух разрушенных флигелей. Цоколь здания облицован был серым гранитом, на нем воздвигли белоснежные корпуса. Проектом предусматривалось и скульптурное оформление фасада фигурами, которые олицетворяли производительные силы страны – колхозник, рабочий. Стены здания были облицованы белым известняком из долины Западной Гумисты, внутренняя отделка из закавказского мрамора. На старой фотографии 1936 года мы видим строительный коллектив комплекса. К сожалению, мы не знаем их фамилий, но совершенно очевидно, что это был дружный коллектив. Об этом свидетельствует шуточная надпись на фотографии. «Столь долгожданный день настал, объединив нас мыслью всех единой, запечатлеть физиономии свои для памяти и дружбы милой». Весь Сухум следил за стройкой века. Пресса того времени писала о каждом шаге строителей и рабочих. В новые помещения начали переходить государственные организации и наркоматы. Во втором этаже в 5 просторных светлых комнатах помещался госплан. 2 комнаты были заняты управлением народно-хозяйственного учета. 1 комната – комитетом по делам кинофикации. В 1 этаже наркомат юстиции получил 5 комнат. В Дом правительства перешли наркомпрос и другие наркоматы и государственные организации Абхазии. Архитектурно-технический проект был составлен архитектором Андреем Петровичем Вайтенсом. Эта работа была предложена ему Щуко. Их связывала не только давняя дружба, но и творческое взаимопонимание. Вайтенс руководил проектной группой, в которой работали его сыновья Петр и Георгий. В 1935 году группа была переведена из Ленинграда в Сухум. Строительство Дома правительства первоначально велось быстрыми темпами, поэтому проектная группа работала уже в построенном 3-этажном крыле здания. В этой связи очень интересна семейная фотография на фоне проекта комплекса Дома правительства. Сидят сам Вайтенс, его сын Георгий, жена сына Мария Евгеньевна. У стенки стоит второй сын архитектора Петр. По воспоминаниям внука Вайтенса, с 30-х годов Щуко содействовал переезду семьи в Сухум на руководство стройкой. Там они и жили до 1938 года. После убийства Нестора Лакуба стройка была заморожена, и семья вернулась в Ленинград. Через некоторое время Вайтенс пытался добиться продолжения строительства в Сухуме, но поддержки не получил. Он был настолько этим огорчен, что умер после очередного инфаркта в 1940 году. Примерно в это же время умер и Щуко. В 1939 году дорожный отдел Сухумского городского совета приступил к строительству проезда перед Домом правительства. Ширина была 9 метров, с обеих сторон построили широкие тротуары. На строительство проезда и тротуаров государством было отпущено 141 800 рублей. На многих фотографиях того времени мы видим на площади 2 одиноких флигеля, и только через 44 года, в 1980 году, по проекту архитектора Луковского и Корабельникова возвели основной высотный корпус Кабинета министров Абхазии в стиле конструктивизма. Конструктивизм зародился в 20-х годах XX века в СССР. Он был начисто лишен нарочитых красот и украшений, а здания с их прямыми углами зачастую напоминали именно конструкции. Для стиля типичны массивные опоры, плоские крыши, удлиненные оконные проемы. В народе существует версия, что в конце 50-х годов руководство Абхазии по инициативе партийного главы Мгеладзе планировало прорыть водный канал от берега моря через 3 квартала до площади Свободы.
То есть по задумке авторов проекта небольшие суда могли заплывать с моря по каналу и пришвартовываться у дома правительства. Этакая Сухумская Венеция. Старые жители даже вспоминают, что посередине площади бульдозером вырыли котлован, который быстро заполнился дождевой и грунтовыми водами. Так образовалось маленькое озеро в центре города, чем не преминули воспользоваться дети горожан. Они стали строить плоты и переплывать озеро вдоль и поперек. Проект был затратным, и от него быстро отказались. Озеро засыпали землей и разбили сквер, колумбарий с розами. До войны 1941 года сектор зеленого хозяйства Сухумского горсовета произвел озеленение площади. На откосах были высажены финиковые и кокосовые пальмы, бордюрные и цветущие кустарники. В 1947 году вся зеленая площадь перед домом правительства была засажена люфой, мочалкой. В 1953 году центр площади заасфальтировали, а по краям ее разбили скверы с фонтанами и сооружениями малых архитектурных форм. Для этого было завезено свыше 20 тысяч кубометров плодородной земли, 6 тысяч кубометров гравия, песка и щебня. Руководила проектом жительница Сухума, инженер Валентина Олейникова. Именно в то время в сквере появились аллеи японского клена, который так любят сухумчане. В советский период почетные гости, прибывавшие в Абхазию с визитом, считали своим долгом увековечить память о себе посадкой какого-нибудь дерева. Старые жители Сухума рассказывают, что более полувека назад здесь, в этом месте, посадил пальму председатель Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин. В 1993 году комплекс зданий Дома правительства сильно пострадал в ходе боевых действий грузино-абхазской войны. По окончании Отечественной войны площадь была снова переименована в Площадь Свободы. Лана, охарактеризуй, пожалуйста, вот этот архитектурный стиль, которым построено это изумительное монументальное здание. Ну, в ту эпоху архитекторы в основном работали в популярном в то время стиле неоклассицизм. Авторы тогда опирались на первоисточник. Первоисточником был итальянский Ренессанс. В ту эпоху, в эпоху Ренессанса, был очень популярный тип здания палаццо. Палаццо — это в основном трехэтажные массивные здания, которые строились для больших семей. Каждый этаж завершался карнизом, и обязательно в таких домах был большой внутренний двор. Это то, что мы можем видеть здесь. Некоторые палаццо в Риме были взяты за основу при работе с Дворцом Советов. Фотографии этих палаццо висели в рабочем бюро при работе над Дворцом Советов. Ну, это послужило вдохновением, скорее всего, при создании этого здания. Если говорить о фасадах, о декоре фасада, итальянский ренессанс прослеживается в рустовках стен, в треугольных фронтонах, карнизах над каждым этажом. Если говорить о боковых корпусах, то они Г-образной формы в плане, венчает их карниз, над карнизом возвышаются тумбы с огромными шарами, и это все придает такой массивный, серьезный вид зданию, что, в принципе, и нужно было в эпоху неоклассицизма. Это то, чего добивались архитекторы, приданию такого массивного вида. Какие амбиции были у нашего руководства, которые вот привезли сюда архитектора, строившего итальянский палаццо? Да, Дом Совета вообще должен был считаться главным зданием в городе, и оно действительно
воспринимается с любой точки города, то есть оно Видимо. огромное, да, Совсем. его видно отовсюду. Да. Лана, а вот что ты скажешь, эти два флигеля и вот этот вот центральный, которые в разное время были построены, соотносятся ли они друг с другом, вот как архитектор, скажи нам? Я не могу сказать, что они соотносятся друг с другом. Все-таки видна огромная разница в годах построек. И все-таки, если центральный пятиэтажный корпус был все-таки выстроен, на мой взгляд, смотрелось бы все гармоничнее. Ну, очень многие жители считают, что здания, воздвигнутые в стиле неоренессанс, и здания в стиле конструктивизма все-таки никак не гармонируют друг с другом, хотя там попытки были на первом этаже сделать арки и так далее. Да, это вот единственная, наверное, связь старого с новым, что мы видим на фасаде. Ну и, наверное, в цветовом решении фасада они как-то могут сейчас сочетаться. Как архитектор, какие ты видишь перспективы у этого комплекса? Должны, конечно, провестись качественные исследования этого здания, но я все-таки считаю, что любое здание может быть сохранено и отреставрировано, если вложить большие деньги. Но я не знаю, какая судьба ждет эти корпуса, но хотелось бы, чтобы они много времени еще радовали нас своим величием. Время ставит нас перед выбором, чем дорожить, что сохранить для потомков, о чем болеть душой и не отдать в жертву сиюминутным выгодам. От того, насколько честно мы ответим на эти вопросы, зависит многое. Зависит наше будущее.